приходом первых холодов на улицах городов и сел уже традиционно появляются рыбные лавки. Здесь и сик, и пикша, и лосось. На любой вкус и кошелек. Вот только документов у таких горе-продавцов чаще всего нет. Региональный Россельхознадзор не раз проверял стихийные точки. И итоги неутешительные. Истекший срок годности, отсутствие маркировки среди основных замечаний. В этом году надзорное ведомство провело больше 80 плановых рейдов. Проверено почти 15 тонн рыбной продукции. В рамках мониторинга безопасности оборота рыбной продукции мы в текущем году провели отбор про 55 образцов рыбы и рыбной продукции. Все образцы исследовались у нас на базе подведомственных лабораторных учреждений, это Москва и Санкт-Петербург. В результате мониторинга 7 образцов не прошли контроль, то есть в образцах этой продукции было установлено превышение нормативно допустимых показателей по мышьяку. Причем нарушения были зафиксированы в части довольно серьезного увеличения содержания данного тяжелого металла. Рыбу с превышенным содержанием мышьяка продавали в Воркуте. Привезли ее из соседних Архангельской и Мурманской областей. Уже после экспертизы всю продукцию уничтожили. Впрочем, шла речь не только о стихийных рынках. Порой даже в крупных торговых сетях можно встретить нарушения. Филе минтая без кожи замороженное. Производство Китайской Народной Республики. Дата изготовления 21 февраля 2016 года. По результатам лабораторных исследований массовое содержание глазури, то есть воды в рыбе, 64%. При нормируемых не более 5%. То есть, грубо говоря, 2/3 упаковки, которую мы с вами купили, содержала чистую, а может быть даже и не очень чистую воду. Что же до водных биологических ресурсов нашей республики, то здесь не все просто. Достоверной информации о реальных объемах и их состоянии просто нет. Сбор и анализ проводит организация, расположенная за пределами Коми в Архангельске. Исследования не носят систематический характер, а значит и не отражают реальную картину. Участники еще раз напомнили о необходимости создания специального ведомства, которое могло бы на месте изучать состояние водных ресурсов и давать рекомендации по их рациональному использованию. Кроме того, до сих пор законодательно не отрегулирован вопрос об отлове рыбы. Совместные рейды сегодня, конечно, проводятся, и иногда результаты шокируют. В сентябре на реке Печора в Уссурийском районе совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми, Управлением Россельхознадзора по Республике Коми проводились совместные рейды с целью выявления фактов незаконного промысла и оборота водных биоресурсов. В ходе контрольно-надзорного мероприятия был задержан теплоход, принадлежащий физлицу. В результате досмотра судна на борту обнаружено 3 тонны 282 килограмма рыбы, не имеющих ветеринарно-сопроводительных документов. В ходе дальнейшей проверки установлено, что гражданин, перевозивший рыбу, скупал ее у пользователей, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми в Уссурийском районе. И еще один непростой вопрос. Сегодня река Печора протекает одновременно в 2 регионах – Коми и Ненецком округе. А значит, и решать вопрос браконьерства на одной из самых больших рек Европейского Севера надо совместными усилиями. Договоренность о взаимодействии с соседним регионом уже есть. Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.